Места, куда еще не дошла цивилизация. Да-да, в Таджикистане еще такие есть. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Глава службы связи Таджикистана Бек Сабур 23 октября провел встречу с представителями мобильных компаний и интернет-провайдеров для обсуждения проблем в сфере связи. Как говорится в сообщении на официальном сайте службы, сказал об ускорении процесса перехода на безналичный расчет, устранении существующих проблем, а также обеспечении полноценного доступа граждан к высокоскоростному интернету. В частности, Бек Сабур поручил чиновникам усилить сотрудничество с банками и финансовыми организациями по вопросу безналичного расчета на уровне джамаатов и сел. Глава службы поручил чиновникам выявить регионы, где доступ к мобильной связи и интернету слабый, и принять меры по устранению недостатков. Для этого из числа чиновников службы мобильных компаний и других структур была создана рабочая группа, которой дана неделя на подготовку полноценного отчета. После полного выявления таких территорий проблемы мобильной связи и интернета должны быть решены в кратчайшие сроки, сказал Сабур. Сейчас в некоторых уголках страны связь слабая, а интернет почти не работает. В частности, пользователи жалуются, что в сельской местности в Пиджикенте, Фархоре, Пянже и Ляхше связь совсем плохая, интернет вообще не работает и доступ к нему практически отсутствует. На качество связи и отсутствие доступа к интернету часто в соцсетях жалуются даже жители столицы. На встрече Бега Сабурова также обсуждались вопросы снижения стоимости интернета и звонков, а также повышения их уровня качества. Несмотря на то, что цена на интернет и телефонные звонки стала дешевле, это не является удовлетворительным. И в этом контексте всем мобильным компаниям и интернет-провайдерам поручаю предпринять серьезные усилия, сказал Бег Сабуров. Согласно рейтингу Speed Test Global Index, Таджикистан ухудшил позицию по скорости интернета. По данным на август 2023 года, наша страна занимает 6-е место с конца списка, 139-е место среди 145 стран мира со средней скоростью скачивания 9,61 мегабит в секунду и загрузкой 5,71 мегабит в секунду. Что касается цен на мобильный интернет, Таджикистан также потерял свои позиции. Согласно рейтингу Worldwide Mobile Data, по стоимости интернета, по данным на август 2023 года, наша страна расположилась на 142-м месте среди 237 стран. В конце 2022 года наша страна была на 103-м месте среди 230 стран мира. Авторы рейтинга посчитали среднюю цену за 1 гигабайт интернета в Таджикистане по цене $1.65, самую низкую цену 17 центов и самую высокую $13.64. Еще одним вопросом встречи стало обеспечение мобильной связи в холодное время года во всех уголках страны, когда отключают свет. На встрече было отмечено, что поступает много жалоб со стороны пользователей на то, что если отключается электроэнергия, то и связь пропадает. Поэтому необходимо наладить тесное сотрудничество с Барки Тачик. Мобильные компании обязаны приложить все усилия для того, чтобы население было обеспечено мобильной связью и интернетом круглосуточно, даже в холодное время года из-за лимита электроэнергии, сказал он. Напомним, президент страны Эмомали Рахмон в своем последнем послании 23 декабря 2022 года раскритиковал высокие цены и плохое качество интернета, сказал о проблемах связи и поручил службе связи принять меры по их устранению. И только сейчас они начали реагировать, и вы верите вообще в то, что они наладят эту ситуацию? И как мы видим, они признают, что в Таджикистане есть энерголимиты, нужно что-то делать с этим, чтобы не пропадала связь. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.